Самыми популярными героями за всю историю издания комиксов в Америке стали Супермен и Бэтмен. В стране восходящего солнца, где комиксы не менее популярны, любимый персонаж Акира, мальчик, участвовавший в эксперименте японского правительства. А какими вы себе представляете героев первых комиксов на абазинском языке? Может быть, это будут богатыри из нардского эпоса? Объединение Алашара объявляет конкурс рисунков. В нем может участвовать каждый желающий. Скорее всего, это будет комикс на тему именно нашей культуры, обычаев, традиций. Может быть, это будет что-то из нардского эпоса. Не знаю, как вот будут принимать в этом участие другие люди, что они будут присылать. Мы тоже будем смотреть, какие идеи, наработки будут. Но в положении это все будет. Когда мы разработаем, мы везде опубликуем и приглашаем всех принять участие в этом конкурсе. Молодежь сегодня располагает широким выбором развлечений, и чтение книг, особенно на своем родном языке, не самое популярное занятие. Классическая литература не привлекает детей, если только знакомство с ней не происходит на уроке в школе. Поэтому активистов объединения Алашара и появилась идея издания комиксов. Ведь истории в картинках популярны во всем мире. Сохранение абазинского языка и культуры – вот главная цель объединения Алашара. И для этого делается немало. В частности, планируется издать еще и сборник народных абазинских сказок. Представители научного сообщества ведут работу по сбору старинных былин и сказаний. Мы рассчитываем также разыгрывать гранты для деятелей культуры на создание произведений культуры, будь это музыкальные произведения, там какие-то рисунки, ремесло, или это будут книги. Также мы продолжим издавать и переиздавать старые книги, которые выходят из употребления, потому что они слишком ветхими становятся. Сейчас активисты объединения ведут переговоры и с правообладателями некоторых российских мультфильмов. На абазинском языке могут заговорить уже полюбившиеся детям персонажи. Ведь не секрет, что многие дети сегодня не знают своего родного языка. И, приходя в школу, они, можно сказать, изучают его как иностранный. Кроме того, в скором будущем должен будет выйти в свет и фильм на абазинском языке. Фильм на основе абазинской сказки «Три брата». Режиссером у нас является Апсов Аслан. И в основном актер у нас с абазинского театра. И он также, Аслан, у нас является и сценаристом, режиссером, и оператором. Большое ему спасибо за то, что он поддержал этот проект, очень активное участие в нем принимает. Молодые активисты объединения думают и над созданием первой абазинской команды КВН. Двери Алашара всегда открыты для молодых и креативных людей, которые готовы работать во благо своего народа, сохранения его языка и культуры. Приглашаю всех молодых людей, которые не безразличны к своему народу, присоединиться к нашей деятельности, реализовать ряд своих проектов. Если у кого-то есть идеи, желание помочь своему народу, приходите, присоединяйтесь к нам, к организации Алашара. Каждые 2 недели на земном шаре вымирает один язык. 136 языков в России находятся на грани исчезновения. Такие цифры приводятся ЮНЕСКО. Сегодня, пожалуй, все больше и больше встречаются людей, которые слабо владеют своим родным языком или не знают его вовсе. Если не уделять этой проблеме должного внимания, следующее поколение может и вовсе утратить свою национальную идентичность. Фатима Куршева, Миха Каракелян. Итоги недели.